Друзья, Ирдик Хелшин, доброе утро, с вами снова я, Лейла, с канала «Как-то так у Лейлы». Так, дорогие мои, вчера ничего не снимала, и, если честно, ничего не делала. У меня вчера как будто бы получился такой разгрузочный день. И по дому ничего не делала, и ничего не снимала. Не знаю, вот какая-то апатия вчера была, ничего делать не хотелось. И пасмурно было у нас, и дождик шел, моросил такой. Калина мне нравится наша. И света у нас практически целый день не было. То включали, то выключали, то включали, то выключали. И не знаю, как-то вот за разговорами, за переписками. И день прошел, если честно. Ну так, готовить, конечно, готовила нам кое-что. И все. А сегодня и вчера мне позвонили, сказали, что нужны огурцы, соленые огурцы. Но я как-то в этом году много не делала на продажу, не делала огурцов, если честно, немножко только, не знаю, как-то. И денег не было, и огурцов оказалось в огороде не так много. Но заказ все-таки взяла, не хочу отказываться, тем более от постоянной клиентки своей. Но я ей сказала, что огурцы не мои, а огурцы будут покупные. Она согласилась. И вот утром поехала на рынок и купила и огурцы, и кое-что еще. И вот хочу вам показать свою покупку, прежде чем начну что-то делать. Сегодня тоже прохладненько. Утром быстро подоила корову и поехала на ранний рынок. Утренний рынок, он у нас бывает до 9-10 часов. Ну, там чуть-чуть подешевле обычно бывает. И купила огурчики. Так, ну, огурчики, конечно, хорошенькие попались. Вот раскрыла пакеты. Видите, какие огурчики красивенькие. Ну, своих знакомых турок купила. Они мне уступили. Вот такие. Везде были по 60, по 55. Но они мне по 45 отдали. Очень хорошенькие. И, ну, местные. Они с Ингушетии живут в Вознесеновке. Вот у них купила такие огурчики. Так, что я еще купила? Купила вот такой вот фиолетовый лук для салатов. Он мне нравится. Такое сочетание разного цвета мне очень нравится. Он у нас был по 40 рублей за килограмм. Значит, огурцы я сказала за 45 купила. И купила еще, все-таки не удержалась, кое-что нужно сделать. И чтобы, друзья, и вам показать. И думаю, все-таки вдруг еще будут заказы. Потому что все-таки нет-нет, да всю зиму понемножечку у меня бывают заказы. Ну, думаю, ладненько, куплю один ящик, еще и что-нибудь приготовлю. Нужно мне еще свекольный салатик сделать. Нужно мне фаршированные перчики для себя тоже сделать. Я сама, ну, не очень, я небольшой любитель, если честно, этих засолок. Хоть их и делаю, и по многу делаю, но я сама небольшой любитель. Я могу очень редко съесть. И потому что, в принципе, у меня даже изжога от соления, поэтому я их не ем. Ну, не от соления, а именно от салатов. Соленые огурчики и помидоры я еще могу поесть, и с капусту соленую. А остальное так, иногда. Ну, от того, что я не ем, домашние, конечно, едят, но опять скажу, что и пацанов у меня дома нет, ну, не знаю. Но все равно я их делаю, как всегда делаю. И сейчас вообще я делаю, чтобы вам показать. Ну, и дочка моя любит младшие фаршированные перчики. Для нее тоже сделаю фаршированные перчики с 3 начинками. Я вам покажу, друзья, когда буду делать. Но, скорее всего, нужно мне делать сегодня. Делов много накопилось. Сегодня жалею, что вчера отдохнула, если честно, потому что надо было мне все-таки хотя бы по дому что-то сделать. Но все вместе. Так, заговорила я, короче. Так, купила лук вот такой вот, обыкновенный. У меня там родственница оказалась, торгует, но я очень ее просила не уступать. Но все равно она мне уступила, по-моему, по 15 рублей лук дала. То ли 18, то ли 17 он стоил у нас. 10 килограмм этого лука купила. Помидоры, значит, по 28 рублей за килограмм у меня были. Получилось 800 рублей все-таки ящик вышел. Купила немножко, у меня есть болгарский перец с той покупки, но еще купила, чтобы фаршировать чуть-чуть поменьше, которую. Надо было, конечно, еще поменьше, но меньшего там не было. За 45 рублей купила болгарский перец. Морковку купила по 20 рублей килограмм, тоже мне моя родственница купила на 5 рублей, даже на 10, по-моему. Острый перчик купила килограмм, 70 рублей стоил. Так, купила вот такую вот фасоль, буду готовить
Люблю такую фасоль, полкилограмма. Моя уже закончилась, которую я с огорода, друзья, собирала. Так, купила виноград, но виноград, правда, было намного больше. Мы его уже поели. Мама у меня очень любит виноград. И, в принципе, он пока еще дешевый, поэтому стоит только 50 рублей за килограмм. Купила 2-3 килограмма, ну, вот, не знаю, сколько тут осталось, столько осталось. И купила вот такую вот ветку лаврового листа. Он мне очень понравился. 50 рублей вот такая ветка. Нет, вру. 80 рублей вот такая веточка. 80 рублей вот такая веточка. И пока мне, правда, некогда, потом или маме отдам. Мама как раз ничего не делает, чем-то хочет заняться. Отдам маме, и мама мне его с веток соберет и положу в какой-нибудь мешочек, наверное, хбшный. И она у меня будет храниться. Запах его очень хороший, такой приятный. Он такой чистенький. Но сначала я его помою, повешу посушиться, а потом маме дам. Мама мне все время: я бы что-то сделала, я бы что-то сделала. Я говорю: да что ты сделаешь? У тебя и так сил никаких нет. Мне надоело сидеть. Что? Потом у меня вот, которые цыплята сюда под навес приходят, я же их загоняю. Она говорит: ну хоть их не загоняй, а то я их кормлю. И все время сидит их этими крошками, хлебными крошками кормит их. Ну, думаю, ладно, пускай каждый день здесь мою, просто из-за того, чтобы она вот с ними как-то в себе находила какое-то хоть действие. Просто моя мама, друзья, труженица по жизни, всегда работала, всегда была в работе, в заботе, вот практически намного больше. Я 10-ю часть того не делаю, что делала моя мама. И ей, конечно, сейчас трудно сидеть. Она вот до последнего и огород сажала. Вот когда сама жила с сыном, когда жила, тоже у нее такой огородик, такой был, ну, небольшой, но такой огородик, все там было. И все сама, ну, буквально вот 2 года тому назад. А ей уже 86 лет скоро. И поэтому человек, который, я по себе уже знаю, привык что-то делать, постоянно быть в действии, ей, конечно, сейчас трудно сидеть. Но и что-то делать тоже у нее сил нет. И так что я как потихонечку, наверное, кое-что я сейчас начну ей подкидывать, чтобы она хоть чем-то вот была занята, там, картошечку почистить или еще что-то. Ну, просто ради того, чтобы не из-за того, чтобы она мне помогала, а вот чтобы она как-то чем-то занималась и не думала, что она как-то в обузу. А то приходят гости, мне уже неудобно. Вот несколько раз маме сказала: ну, не говори так, ты мне не в обузу. И она говорит: вот я дочке своей обуза, не хотела бы я ей быть обузой. Я говорю: ну, люди уходят, я говорю: да не говори ты, что ты мне обуза, не обуза ты мне. Ничего такого же нету, ты сама себе ходишь, сама собой управляешься, сама ешь, какая ты мне обуза. Но все равно, ну, старики же они такие, они всегда считают, что вот, ну, у них свое мнение по-любому. Так, ну вот так, друзья. Будем дальше, что я буду показывать, что буду делать потихонечку. Вчера, если честно, болела ужасно голова. Видимо, у меня было давление, хотя я его и не померила. Но сегодня все нормально. И будем работать, будем продолжать дальше жить, как говорится. Ну вот как-то так, друзья. Так, друзья, и прежде чем я займусь там засолкой или еще много делов, конечно, сегодня очень много, поставила молоко греть, у меня заказ сметаны. Вообще-то у меня еще чуть-чуть стоит сметана, ну, наверное, литра 3, скорее всего, ну, может быть, литра 3. Хотела сделать масло, но думаю, вот сейчас пропущу и сделаю масло. Но у меня тетя позвонила, тетя моего мужа, она всегда у меня покупает. И тоже хочет сделать масло, говорит: мне нужна сметана. Я говорю: много не будет, ну хотя бы литр. Вот надо пропустить на молочко, чтобы ей отдать сметану. Но сегодня, наверное, вряд ли я буду взбивать масло, потому что столько всего понакупила, надо сделать. У меня еще вчерашнее, позавчерашнее стоит, немножко сок стоит. Все время его соком только и называю. Но стоят помидоры, которые перекрученные, томат стоит. Короче, заготовок много, работы много. Ой, не знаю, и уток надо резать, и гусей надо тоже резать, и все надо делать. Не знаю, уже голова кругом, если честно, конечно, но ничего. Меня это радует, хоть немножко и устаю, но меня радует, что я в работе, что я в процессе, что я чем-то занята. Меня это радует, друзья. И еще раз повторюсь, меня радует то, что вам нравится, что я показываю, вам нравится, что я говорю. Конечно, у меня нет-нет, да появляются кое-какие комментарии, которые, ну, недовольны
кое-чем. Я вам потом это тоже расскажу. Но есть приятные новости тоже. Ко мне очень много люди пишут в личку, выходят в личку. Я очень тоже благодарна. Мне приятно, что люди, которые мне пишут в личку, это вообще так красиво, так все хорошо говорят обо мне и пишут. Мне это очень приятно, друзья. У меня это как-то даже вот я прочитала, буквально 10 минут назад прочитала сообщение от моей подписчицы, которая написала мне в личку, в WhatsApp. Мне это настолько вдохновило, у меня прям настроение даже поднялось, потому что вот с утра чуть-чуть мне одна испортила настроение подписчица. Но мне говорили, что это будет так, но все равно каждый такой маленький негативный момент, все-таки настроение падает, и ничего не хочется делать, ничего не хочется снимать, ничего не хочется, и даже по дому что-то делать не хочется. Не знаю, вот даже та ситуация, что с рекламой, которую я сделала, мне была немножко неприятна. Скорее всего, вчера я из-за этого такая была с депрессией. Потом мне еще позвонили кое-кто, тоже мне было неприятно. Вчера вообще хотела вечером кое-что снять, но мне позвонила моя родственница. Ну и кое-какие неприятные моменты своей жизни рассказала. Мне стало как-то не по себе, и я не смогла ничего сделать. Мне было тоже плохо. И легла. Не смогла ничего сделать, легла. Ну вот когда мне, ну тоже вот ты им не можешь помочь, тем более, когда тебе что-то рассказывают, а ты не можешь помочь человеку, тоже не по себе бывает. Так, ну вот как-то так, друзья. Сейчас быстро поставлю, помою свои бетоны, пока греется молочко, оно еще холодненькое. Никак не могу сделать себе этот холодильник уже. Как только накоплю деньги куда-то в другое место делаю, ну что-то на них покупаю. Когда были деньги, несколько раз звала ремонтников, чтобы отремонтировали мне холодильник, в котором я всегда храню молоко. Ну, я когда-то говорила, но у меня сейчас новые подписчики, они могли не знать это, не смотреть. Просто у меня есть витринный холодильник, который когда-то стоял в моем магазине. Он у меня сломался. Я всегда в последнее время собирала молоко в нем. Все-таки корова только одна, и несколько дней собираю. Иногда 4 дня даже собираю, иногда 5 дней собираю, потому что особенно под осень, когда уже молока меньше, чтобы просепарировать, надо уже побольше собрать. И он у меня сломался. И вот несколько раз вызывала разных мастеров, вот обещают приехать и не едут. И мне приходится в морозилке замораживать молоко. А после как только вот согревается вот так вот после морозильника, оно становится, топится, перетапливается сметанка. Поэтому такая желтая. Это уже почти масло наверху. Ну вот, друзья, вот так вот. Сейчас по ходу вот что что я буду делать, буду показывать вам. Ну, если что, вы меня, конечно, извините. Ну, вот как-то так. Здесь у меня, конечно, не очень-то сегодня прибрано. Я с утра на рынке только приехала и ничего такого не делала, если честно. Быстренько сварила маме кашку, ее покормила, а сама по ходу виноград поела и уже сыта. Ой, не знаю, и готовить сегодня надо, и цветы надо мне пересаживать, и тюльпаны мне надо сажать. Я не знаю, что мне первое делать как-то. Все надо, все вижу, что стоит, что-то надо делать, и не успеваю. Дочке сегодня позвонила, я говорю, ты не сможешь приехать чуть-чуть мне хоть помочь? Старшенькая и младшая, это на работе. Она говорит, у меня много заказов, мама, и у меня не получается. Если сегодня смогу разрулить, хотя бы на денек я к тебе приеду. Не знаю, они тоже своей жизнью живут, им тоже надо и зарабатывать, и жить, поэтому все время их тоже дергать мне тоже неудобно. Ну ничего, друзья, я потихонечку с вами буду делать, не буду торопиться. Я уже как-то, знаете, раньше вообще все делала быстро-быстро, но сейчас с возрастом, наверное, и с болячками так быстренько не получается. Мне в тот раз дочка говорила, мам, сколько ты помидоров купила? Я говорю, 2 ящика. Она мне звонит, что ты делаешь? А я говорю, что-то делаю там с помидорами или что-то. Мама, тебе раньше 2 ящика, это просто за час, за 2 из нее что-то приготовить, а ты уже второй день с ними болтаешься. Я говорю, уже возраст, дочка, не тот. Да и не знаю, как-то вот. Не знаю, вот так вот у меня и происходит. А у вас так бывает, что вот вчера был день, который мне вообще ничего не хотелось делать. Вот если бы не мама, я бы даже не готовила бы вчера, честное слово. Вот просто потому, что маме готовила. Я бы так перекусила сама с Еврашкой хоть что. И пошла бы. Вот настолько-то вчера вот у меня была
апатия какая-то. И не думала я ни о чем. Вот просто вот не хотелось ничего делать. Не знаю, наверное, у всех такие дни бывают. У меня бывает так, изредка, но бывает, что вот не хочу ничего делать, ничего, не хочу ничем заниматься. Вот такой у меня был вчерашний день. Но сегодня мне надо это все наверстать. Так, ну ладно, пошла я дальше, а то я заболтала вас. Дорогие мои, зашла за водой в котельную и решила показать. Я вам давно не показывала. Вы меня спрашивали про моих перепелят. Вот мои перепелята. Они уже, правда, почти перепелки, если честно, не перепелята. Так, но их осталось не так много, как видите. Натаскали у нас их кошки, как я говорила. И 10 штук я продала. Все-таки меня очень попросили. И я продала 10 штук и купила им корм. Как раз у меня и корма не было. Пришлось продать. Вот так вот, друзья. Вот они. Видите, какие? Ну, я их уже, по-моему, пора разделять, но я не умею. Не знаю, кто мне их... Вот эти вот темные, которые я знаю, кто девочка, кто мальчик. А вот светлые нет. Не могу сказать, кто что. Вот так. Ну ничего, подросли. Правда, я еще не положила, хотела положить в инкубатор яйцо. Накопила его много. Но не получилось, не успеваю, если честно. Вот сейчас по-новому собираю яйцо и, наверное, все-таки заложу, а то их мало осталось, из-за того, что сын хочет их разводить. Но у меня не получается за ними, если честно, смотреть, я не умею. Что не умею, то не умею. И как-то вот прочитать, посмотреть тоже времени нет. Ну, может быть, поближе к зиме, пока вот заготовки все это закончатся, у меня будет больше времени, и я займусь перепелятами, перепелками. Просто им нужно сделать вот так, клетки хорошие нужно сделать, ниппельные поилки нужно ставить. Ну, у меня, во-первых, на это нет денег, во-вторых, опять я повторюсь, я не знаю. Ну, по ходу посмотрим, друзья. Ничего, пока они вот вроде бы пока помещаются, свет включать боюсь, они начинают подпрыгивать и ранят себя сильно. Вот у одна хромает уже, вижу. Вот так. Так, сейчас мы... Вот это вот девочка. А вот эти вот темненькие, вот эти, это мальчик, вот это темненький. Вот их я умею различать, а светленьких нет. Ну, как-то так, друзья, показала вам перепелок, вы просили меня. Это мои вот перепелята. Им сегодня, я вам скажу, 33 дня, по-моему, получается. 34-30 дня. Так, будет, конечно, шумно, друзья. Ну вот, молоко у меня сепарируется. Я все-таки решила взбить свою сметану в масло, сделать масло. Видите, поставила. Все равно крутится, я тут не нужна. И, скорее всего, я вот сейчас, как получится масло, у меня еще это, много ложек нельзя, не выдерживает взбивалка. Мне писали, почему я не покупаю маслобойку. Все, вот почти у меня молоко я уже закончила пропускать. Смотрите, вот осталось немножко. И вот получилась у меня вот такая вот литровая баночка для тети. Ну, это для нас, для себя. И я все-таки не удержалась, думаю, все равно пропускаю, все равно стою, что делать. Видите, все, сейчас выпущу, а то уже брызгается. Видите, разбрызгалась везде, все, помыла свои бетоны. И решила все-таки взбить масло. Вот смотрите, вот у меня еще такая кастрюлька, которую нужно взбить. А это уже все пахта, видите, отделилась уже пахта. Вот. Я очень люблю пить эту пахту, особенно если сметанка чуть-чуть была кисловатая, не свежая. Мои дети удивляются, что я ее пью. И вы удивитесь, если я вот сейчас вам, конечно, шумно, но я все-таки, наверное, расскажу. Или уже все, по-моему, сепаратор. Все. Ну, все-таки, да, расскажу, чуть-чуть осталось. У меня вчера мне позвонила одна моя подписчица, друзья, аж из Турции, представляете, и попросила меня прислать ей топленое молоко, вот, продать и прислать ей топленое молоко. Ну, ой, топленое молоко, говорю, ой, я уже с молоком все перепутала, друзья, извините. Она меня попросила прислать топленое масло. Я вырезать все-таки не буду, оставлю так. Она меня попросила прислать топленое масло. Я еще так удивилась, думаю, как отсюда прямо в Турцию, это же вам дорого обойдется, пересылка все-таки. Но она все равно настаивала, чтобы я ей прислала, ей нужно для лечения.
И все-таки я согласилась. Хотя у меня нету масла на продажу, друзья. Так, все. Сепаратор выключаю. Закончилось уже все. Хотя у меня и нету масла на продажу, но я решила ей все-таки продать, потому что раз она так просит, разбрызгалась пахта по столу. И, наверное, я ей все-таки продам. И не то, что там из-за денег, а просто раз человек меня просит, если ей нужно, тем более для лечения, она сказала, для лечения дочери, по-моему. Она жительница с Узбекистана, но в Турции работает, уехала на заработки. Вот так вот, друзья, сегодня сделаю масло, но сегодня, наверное, перетапливать не буду, его будет мало, ей нужно 3 литра. Я пока сейчас сделаю, заморожу его, а потом еще раз, когда у меня накопится сметана, и сделаю и отправлю ей все-таки. Ну, пусть будет это ей, как сказать, на лечение. Ну, вот так, друзья, так, все, теперь мне надо будет быстро помыть сепаратор и приготовить обед, наверное, уже почти 12 час скоро. Быстренько приготовлю обед, а уже после обеда, наверное, займусь засолкой. Вот, друзья, вторая партия у меня вот уже готова. Сметана, видите, тоже пахта отделилась. Сейчас я ее тоже выну, сделаю вот такие вот шарики и ложу в холодную, очень холодную воду. Просто обмываю и ложится для того, чтобы обмыть от пахты, чтобы чуть-чуть от пахты отделить. Немножко помою ее в этой холодной воде. И опять сделаю вот такие вот или кружочки, или квадратики. И, скорее всего, заморожу, наверное. Но я вам покажу. И вот, друзья, все, третий рейс моего масла готов. Все разбрызгалось, видите. Сейчас буду перекладывать сюда в воду и потом в морозилку. Вот думаю, во что бы мне его положить? В пакет, в кулечек или в контейнер какой-нибудь. У меня все контейнеры заняты заморозками. Вот никак не пойму, не знаю, во что бы его положить. Ну, скорее всего, в кулечек, наверное. Сейчас посмотрим. Я все-таки решила, друзья, масло положить на фольгу. В кулечек все-таки слишком сильно пачкается кулечек, и масло пропадает. А так вот я его обмыла хорошенько. Возьму вот такую вот фольгу и положу в морозильник. Я вспомнила, что я раньше вот по маленьким кусочкам, вот как будто бы продается масло кусочек, ну, грамм 200. Вот так вот ложила, складывала в этот, заворачивала в фольгу и клала в холодильник. И теперь тоже вот так шматок вот такой буду ложить. Не знаю, посмотрим, короче говоря, друзья. Сейчас взвешу и посмотрю на интерес, сколько у меня масла. Но я не знаю, сколько у меня было сметаны. Завернула я вот масло вот в такие вот брикеты получились у меня. Взвесила, друзья. Ну, это у меня 2300, короче, общий вес 2300. Но я не знаю, сколько было сметаны. И, ну, это мало, конечно, чтобы перетопить. Там же еще уйдет процент какой-то. Я точно не знаю, сколько процентов там уходит. Но это смотря по жирности сливок же, по-моему, все. Хотя я в эти тонкости не вникала никогда. Есть, нет, нет. Ну, сейчас положу в морозилку и поднакоплю еще, наверное, на этой недельке молоко. И, наверное, еще раз пропущу и сделаю масло. Вот так, друзья. Ну, конечно, надо вот это сейчас все убрать, помыть, перемыть. И сепаратор еще не мыла. Было бы хорошо, конечно, если была у меня еще хотя бы еще одна корова или даже 2. Я как-то сказала этой своей знакомой, что вот я бы хотела, чтобы у меня вот, ну, увеличилось мое хозяйство, особенно чтобы коров было побольше. Она говорит: да о чем ты мечтаешь, Лила? Ты бы лучше помечтала там поехать куда-то там за границу или еще что-то, отдохнуть или то все. Я говорю: ну, это само собой. Но все равно все-таки материальное тоже надо думать. Ну вот сидя дома бы, по крайней мере, сама бы зарабатывала. И мальчикам помогала бы. Просто у меня-то были коровы, но я их убрала из-за того, что у меня не имеют руки.
Но сейчас бы можно было бы как-то устроить сарай получше и купить доильный аппарат, если бы было бы, конечно, 2-3 коровы. Это было бы здорово. Я бы очень помогала. Мне очень хочется помочь своим мальчикам, вот, чтобы мы смогли выйти из той ситуации, что мы сейчас находимся, и чтобы побыстрее они женились и себе бы дома построили бы, и стали бы жить, обзавелись бы семьями, чтобы у них были детишки. Ну, пока я еще здорова, пока я еще вот могу им помогать, мне очень-очень хочется им помочь, очень хочется увидеть своих внуков, конечно. И поэтому, друзья, вот все, наверное, думают, почему вот на износ, почему так постоянно в работе. Просто я действительно хочу помочь своим детям. Я знаю, что от того, что я так буду перегружать, я, конечно, себя, ну, я им не так-то много чем смогу помочь, но все равно это в моем характере. И эти все 16 лет я действительно стараюсь только ради них, только чтобы они поднялись на ноги, чтобы они стали жить нормально, чтобы у них все было. Ну, с помощью Аллаха как получается. Ничего, я не жалуюсь на свою жизнь. Что есть, то есть все, что мне суждено, все, что мне написано, все это будет, это было, и все я перенесла. Ничего, бывает и хуже. У людей бывает намного больше проблем, намного больше сложностей, так что я не жалуюсь ни на что. На все воля Всевышнего. Так, ну вот так, друзья, ладно. Теперь буду быстро убираться и приготовлю кое-что. А действительно, после обеда с новыми силами, перекусив, я займусь, наверное, засолкой. Ну, на этом, друзья, все, наверное. Как-то так. Заходите в гости. Кто живет в Ингушетии, приходите в гости. Но если я сейчас так скажу, скажут, что нам нельзя, можно. Кто хочет приехать, пожалуйста, приезжайте, я буду рада. Всем, кто хочет приехать ко мне. Ну, вот так, как-то так. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Если хотите, конечно, я вас не заставляю. Ну, вот как-то так.